بطاحات وبطاحات البدوية قالوا من عرب مين البدوية من عرب ابو محمد البدوية عباتي عباتي اسلم عباتي البسها وتغاوى بين العدوات البسها وتغاوى بين العدوات يا الله يا ابو الحيطة البيضة يا الله عليها خف الدم ويلي يما يا الله يميني كل ابوي يا الله يعطيني لابن عمي ويلي يما يا الله يا ابو الحيطة البيضة يا الله عليها خف الدم ويلي يما. Проекта «Палестина» глазами российских и зарубежных художников. Региональной общественной организации Чувашской Республики «Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины», Чувашским и Ярославским региональными отделениями Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество», Российским комитетом солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки при поддержке Управления культуры мэрии города Ярославля. Выставка посвящается 34-й годовщине провозглашения государства Палестина, 140-летию Императорского православного палестинского общества и 18-летней годовщины смерти председателя Организации освобождения Палестины, президента Палестинской национальной администрации, лауреата Нобелевской премии мира Ясира Арафата. Почетное право открыть выставку и разрезать красную ленточку предоставляется начальнику отдела по связям с общественностью мэрии города Ярославля Хитрову Сергею Алексеевичу и президенту Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академику Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктору права Аль-Балауи Басам Фатхи. Ну что ж, не уходите далеко, я хочу предоставить вам слово. Итак, слово предоставляется начальнику отдела по связям с общественностью мэрии города Ярославля Хитрову Сергею Алексеевичу. Добрый день, уважаемые друзья. Разрешите от имени мэрии города Ярославля приветствовать всех участников открытия сегодняшней выставки. Я хочу отметить, что мэрия города Ярославля всегда уделяла и уделяет особое внимание сфере межнациональных отношений. Мы проводим огромное количество мероприятий. У нас очень замечательные партнеры на территории города Ярославля действуют. И я хочу отметить огромный вклад в работу по гармонизации межнациональных отношений региональное отделение Ассамблеи народов России, руководителя этой организации Нурула Абдуловича Хасиева, всех лидеров национально-культурных организаций. У нас действует Координационный совет по вопросам межнациональных отношений на территории города. Мы создали ресурсный центр этнокультурного просвещения. И на самом деле мы приветствуем любые инициативы. И когда в прошлом году на нас вышли инициаторы этой выставки, мы, безусловно, ее поддержали. Потому что это действительно уникальный на самом деле проект, на самом деле не имеющий своих аналогов в других, в нашем городе такого никогда не было. Вот. И он уникален тем, что действительно наши ярославские художники рисуют, как они воспринимают Палестину, как они воспринимают дружбу между нашими народами. И это на самом деле очень важно. Это ярчайший пример, скажем так, народной дипломатии, когда люди, простые люди, обмениваясь знаниями, проповедуют, скажем так, мир, дружбу между народами. И я очень хочу благодарить доктора Басама за то, что он является инициатором этого проекта, то, что он двигает его. Вот сейчас мы шли по выставке, он рассказывал, что да, 35-я выставка, но
на самом деле она одновременно идет в целом ряде городов российских, в Палестине. То есть, это огромная работа. И это огромная работа, то, что вовлечение большого количества художников из регионов России, из зарубежья, то есть в этот проект для того, чтобы сближать, рассказывать об истории Палестины, о народе, о культуре и традициях. И на самом деле, мне кажется, это очень здорово. Вот, поэтому огромное спасибо всем, кто участвует в этом проекте. Да, хочу благодарить, не вижу, но хочу благодарить Светлану, девушку, которая... Светлана. Хочу благодарить Светлану за то, что она на территории города Ярославля также помогает доктору Басаму реализовать этот проект. И я хочу пожелать этой замечательной команде и всем, кто вместе с нами работает, огромных успехов. И мы, безусловно, очень рады и благодарны, что вы эту выставку проводите в Ярославле. А мы, с своей стороны, постараемся, безусловно, помогать вам в этом. И постараемся, чтобы максимально большое количество ярославцев увидело ее и познакомилось с этими замечательными работами. Спасибо огромное. Доктор Басам. Добрый день, дорогие друзья. Да, мы влюбились в вашем городе Ярославль. Хочу вам сказать одно. О вашем городе теперь очень много знают в Палестине. Благодаря тому, что девушка из вашего города, которая написала более 20 картин о Палестине, о святой земле Палестине, Светлана Юрьевна Бичкова, в прошлом году, 21 год, она стала человеком года в Палестине. Среди 100 государств мира отправляли выдающихся своих людей, ученые, политические деятели. Светлана Юрьевна Бичкова, я попросил бы хоть, чтобы стояла здесь, она стала человеком года в Палестине. И сколько уже статей написаны о вашем прекрасном, замечательном городе. Фильм о нашей выставке в вашем городе прошло, который 30 сентября была, тоже уже везде и всюду его смотрели. Хочу сказать, дорогие друзья, от дружбы еще никогда никто не проиграл. Палестина – это история человечества, это ворота к Богу в небе, для мусульман, для христиан, для всех жителей земли. Палестина – это любовь, Палестина – это доброта, Палестина и Россия, отношения длится между наших народов более 1000 лет, когда Россия принимала христианство. А для мусульманов Россия – это первая кибла. Иерусалим, столица Палестины, первая кибла мусульман. Поэтому наша дружба, она нерушимая. В каждой улице, где есть церковь, в каждой улице, где есть мечеть, это уже Палестина. Поэтому очень всегда будем рады сюда приезжать. Сегодня знаменитый день в истории палестинского народа. Как сегодня, 18 лет назад, был убит великий вождь палестинского народа Ясер Арафат, великий друг Советского Союза и Россия, через которого весь арабский мир сблизился к России и к Советскому Союзу. Он настолько был ярый друг прекрасных народов великого Советского Союза. Кто сегодня хочет закрыть, запретить русскую культуру, кто разрушает памятники культуры в Палестине, хочу сказать, что не в Палестине, в мире памятники культуры, русской культуре. Хочу сказать, что в Палестине русская культура продолжает иметь очень важное значение. Не только в Палестине, в мире. И в Палестине есть русские памятники культуры, в Палестине есть русские школы. Палестина очень любит Россию, и мы считаем Россию и ее народы братские народы для нас. Сегодня, вот видите картину перед вами, это величайший человек в истории палестинского народа Ахмад Баша Аль-Джазар. Это тот, который победил Наполеон Бонапарт. Город Акка, небольшой город, находится на берегу Средиземного моря. Не помню, 7 или 8 километров. Наполеон Бонапарт стоял полгода, пытаясь его захватить, и не смог. Так храбро они сражались, и так они победили Наполеона, и после этого Наполеон Бонапарт покинул Палестину. Уверен, что Россия всегда будет стоять на ногах.
Никто никогда в жизни не сможет ее поставить на колени. Россия как была, так и останется оплот мира. Спасибо вам всем, дорогие друзья. Да здравствует наша дружба. Спасибо. Спасибо за такие слова. Доктор права Аграуи Басан Тархи. Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас вашему вниманию представляю народный самодеятельный коллектив студии эстрадного вокала «Премьера». «Русское поле». Палестина – это страна, подарившая миру множество пророков, видевшая зарождение мировых религий и распространившая мир даже в самые отдаленные уголки планеты. Художники, чьи работы ярко и красочно передают атмосферу палестинской земли, знакомят нас с тысячелетней историей палестинской земли через искусство. Это история человечества, земля обетованная. Думаем, что сегодня, соприкоснувшись с этим искусством, представителями этого народа, этого государства, мы для себя откроем новые грани и своей истории тоже.
И сейчас для вручения грамот я хотел бы пригласить сюда, и, возможно, для напутственного слова, президента общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академика Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктору права Аль-Балуи Басам Фатхи. Дорогие друзья, так получилось, что Светлана Юрьевна Бычкова настолько она активная, что она успела участвовать в десятке наших выставок, вот, находясь в городе здесь скромно, и в Москве уже она участвовала в 10 выставок в Москве, только наших международных, в Палестине в 5 международных выставок, по всей России сегодня 35 выставок. Поэтому я приглашаю сюда, у меня накопилось очень много дипломов за участие во всех этих выставках, и хочу ей с удовольствием вручить. Вот оно, гордость Ярославля. Не обязательно быть большим человеком в жизни, не обязательно занимать какой-то пост, не обязательно быть министром, или губернатором, или президентом. Надо быть талантливым, порядочным, честным человеком, и ты добьешься в жизни все. Спрошу у вас, а Иисус Христос что, занимал какую-то должность? Он что, был министром, королем, президентом? У него что, была армия была? У него что, был кабинет министров, Министерство обороны, Министерство здравоохранения? У него было слово, доброе слово. А у Светланы Юрьевны рядом со словом есть картины шедевра. За это ей огромное спасибо. Рядом с нами сегодня тоже почти 700 с лишним километров приехали специально, чтобы участвовать в этой выставке. Балашова Ольга Николаевна из города Кирово-Чепец и Киров. И она тоже очень активно участвует. У нас первая же выставка в Чебоксарах, в Доме дружбы народа. Регулярно будет 15 картин. Вот на картине с очень много дипломов, которые с огромным удовольствием я ей вручу. Она еще сегодня принесла выдающийся великий палестинский борец за свободу, который ушел в 50-х годов, Хусни Блал. Вот он перед вами, картина еще до конца не высохла. Она работает и постоянно не устает. Вся ее жизнь находится в радость искусства, подарить людям тепло на душе. И писать. Вы знаете, что люди искусства, они живут дольше, чем физический возраст. То есть они, пока их картины живые, они будут жить и 100, и 200, и, возможно, 1000 лет. Спасибо большое. А еще у нас есть человек, который пишет бесконечно шедевры, красивые картины, имея 4 дочерей. Приехала сегодня не одна. Она приехала и ожидает 5. Это Алиса Орлова. Вместе с ней ребенок, который скоро появится в свет. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы есть. Пока есть такие женщины, которые рождают в России, Россия будет жить. Надо рождать по 5, по 10 детей. Россию нельзя уничтожать. Все Запад и Америка рассчитывают на то, что русские через 50 лет не будут, если рожать один ребенок, через 50 лет будут другие люди жить здесь. Поэтому я считаю, что она масс-героина, художник талантлив, а еще какой прекрасный учитель, какой прекрасный педагог. И огромное спасибо. И вот ее куча дипломов, которые набралось за достаточное количество участия.
Мы же не успели в этом году участвовать в выставке в Донбассе. Мы даже в Донбассе открыли выставка детская, международная. Я рисую Донбасс, я рисую Палестину. Так что везде и всюду надо поддержать людей, когда они в трудностях. Судьба наших народов одна. И не может быть другого. Нам одна мечта у нас – мир. Мир, мир и еще раз мир. Спасибо. Есть еще город Кострома, недалеко от вас. Я не знаю, Баринова Наталья, я недавно успела приехать в ней, тоже там у нас художник. Вот ее 3 выставки она принимала участие. За пределами еще не только здесь, в прошлом году в Ярославле. Но если нет, тогда мы передадим эти благодарности ее подруге Светлане Юрьевне, которая агитировала присоединиться к нам. У нас, дорогие друзья, около 300 художников, выдающихся художников России и мира. Очень знаменитые художники. Вот вы видите часть только наших художников. Очень многих еще не помещается наш баннер, поэтому мы иногда делим. Вот у нас сейчас идет параллельная выставка иерусалимских художников, 25 художников с Иерусалима, 25 с России. Она идет сейчас в город Каменка, в Пензенской области. И она недавно тоже открылась в Вифлееме, русский культурный центр, город Вифлеем, город Иисус Христос. И по сей день она там идет. Вера Белых, тоже новый у нас художник, нашу команду, она из Питера, хотя она обещала сегодня приехать, но значит она не смогла добраться до вас. Передадим тоже Светлане Юрьевне, потом она и передаст. Светлана Юрьевна, пожалуйста. У нас есть замечательный художник, заместитель председатель комитета по культуре и общества дружбы и сотрудничества народного Чувашии и Палестине. Очень знаменитый уже в мире стал. Он пишет истинная история Палестины своими картинами, библейская история. Его выставка сейчас идет в Иш-Короле, дальше переедет в других городов. Недавно она открылась, в марте открылась юбилейный год его в Чебоксарах, в Доме дружбы народов. Аналогов его картин все утверждают, что не было, не видели. И сегодня он вместе с нами здесь, на этой сцене. Я приглашаю Павлова Александра Вячеславовича, наш выдающийся художник. Добрый вечер, дорогие друзья, зрители, все участники мероприятия. Очень приятно, что вы удостоили нас внимания. Нашему объединению художественному уже 1,5 года. И вот за эти 1,5 года уже 35-я выставка, это получается в среднем 2-3 выставки в месяц. Подобрался очень дружный коллектив. Все как-то заинтересовались, наш уважаемый доктор Басам сумел привлечь такой большой коллектив, сумел заинтересовать. Тема очень интересная и как бы в любых жанрах. Палестина сама очень благодатная земля, такая для пейзажного жанра. Вот, очень богата историческим событием, можно писать исторические картины. Можно, очень много выдающихся людей, некоторые художники пишут портреты. Вот. И успешно прошло уже несколько выставок в разных городах, в том числе в столице нашей Родины, в Москве.
В Московской области было много уже выставок, а также в областных центрах таких и республиканские, такие как Чебоксары, Казань, Шкарала, Ярославль, вот уже вторая выставка. Так, у нас в Пензе была еще очень во многих местах. Большое спасибо доктору Басаму, что он вот так с таким, как бы, вдохновил нас на это творчество. Спасибо. Еще, дорогие друзья, хочу сказать, что пока мы находимся здесь, сегодня палестинский народ голосует на выбор человека года. Из 100 государств мира наш дорогой Александр Вячеславович один из претендентов на человека года в Палестине. 15 числа будут окончательные результаты. Надеемся, что его дадут. Любовь и хлеб. Без любви смысла жизни нет. Нет жизни. И без хлеба то же самое. Есть очень много народов в мире, которые 90% их едают хлеб. И то, что написала этот роман Асия Абдельхади 40 лет назад, написала, что с ней произошло, когда ей было 4 года, и она оказалась без родины, ее вместе с родителями выгнали из родины и сказали, через неделю вернетесь. И вот уже 75 год, и они ждут возвращения. Находятся некоторые 25 километров от своих домов, 100 километров, 50 километров. Некоторые поднимутся на гору, увидят свою деревню, никак не могут вернуться. Они хотят жить у себя дома, как любой человек. Эта книга уже дошла и до Кремля, и везде, и всюду. Всем понравилось. Очень хорошие отзывы дают. Они посчастливились мне и моей супруге ее перевести с арабского на русского. Здесь все, что есть в этой книге, этот роман основан на реальных событиях. Я бы хотел подарить его директору, заместителю ДК энергетики и сказать, пусть все прочтут, узнают. Все, кто прочитал этот роман, говорит, что этот роман изменил его жизнь. Все, кто прочитал. Даже у нас появились картины, основанные на этот роман. Они сегодня принимают участие на этой выставке. Кстати, одна из картин показывает характер порядочного человека. Картина есть Салах-ад-Дин аль-Аюби. Ее написал великий палестинский художник Имад Абу-Штайя за одной женщиной, которая кричала во время крестовый поход. Ее унизили солдаты крестовый поход в Палестине. И когда ее унизили, она закричала: «Боже мой, а где Салах-ад-Дин? Он бы меня спас». Салах-ад-Дин аль-Аюби – это курд из Ирака. Он тогда руководил Ираком. Он собрал армию ради этой женщины. Поехал в Палестину. Освободил Палестину. Освободил Иерусалим. Ради одной женщины. Вот что значит восточный мужчина, который имеет гордость. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Ну что ж, минутку вашего внимания. Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России. Амина Базаева с номером «Горянка».
Амина Базаева, друзья. Палестина всегда притягивала русских художников, являясь местом обретения философских образов, поиска духовных ценностей и ответа на самые сокровенные мысли о цели жизни и истинности жизненного пути. Именно искусство способно объединять народы и национальности. А сейчас слово предоставляется председателю Совета Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России, советнику мэра города Ярославля по межнациональному взаимодействию, члену Совета Общественной палаты Ярославской области Хасиеву Нурэлу Абдуловичу. Добрый вечер, друзья! Рад вас всех видеть в этом замечательном зале. Несмотря на то, что здесь идет ремонт, но здесь внутри такая обстановка и теплая, и дружеская, и для нас, для Ассамблеи народов России, да и, как сказал Сергей Алексеевич, для мэрии города Ярославля, все, что делается для того, чтобы мы понимали друг друга, все, что делается для того, чтобы мы научились дружить, принимать и понимать культуру каждого из народов, это дорого стоит, и мы делаем все для того, чтобы это приумножалось. И вот за эти 20 с чем-то лет деятельности Ярославского отделения Ассамблеи народов России под лозунгом «Дружба народов, единство России» мы добились очень многого. И самое главное – признание Ярославля, Ярославского региона как земли согласия. Это оценка не только наша, но и ведущих экспертов в сфере национальной политики Российской Федерации. И то, что сегодня наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин придает очень большое значение и укреплению единства российской нации, и гармонизации межнациональных отношений, и укрепление духовных ценностей, развитие духовных ценностей. Это говорит о том, что у нас впереди с вами очень большая и многогранная работа. И вот такие выставки, как сегодня мы здесь наблюдаем, они помогают нам лучше друг друга понять и развивают действительно народную дипломатию. Мы каждый год пытаемся и ездить в разные страны, разные субъекты Российской Федерации, что-то у них учимся, что-то наши интересные проекты им рассказываем, они перенимают. И таким образом складываются нормальные человеческие отношения. Вот здесь говорилось о мире, о дружбе, а я хочу еще нам сказать и пожелать согласия и внутри нашего российского общества, внутри гражданского общества, и, конечно же, согласие между народами, которые с нами на тысячелетнем совместном пути вместе делились и богатой историей, и, конечно же, традициями, и хлебом, как здесь было сегодня сказано. Это дорогое стоит. И я желаю нам побыстрее закончить вот эту военно-политическую ситуацию, которая вокруг нас, вокруг России, и научиться протягивать руки друг к другу, вне зависимости от того, Ближний Восток это Дальний Восток, или Европа, или Америка. Мы должны жить в мире и в согласии со всеми народами. Историческая связь Палестины и России длится более 1000 лет. Со времен принятия России христианства, перенесшего святые образы и культуру Палестины на российскую землю. Палестина на протяжении столетий была центром притяжения российских паломников, чему свидетельствует является созданное в 1882 году Императорское православное палестинское общество, продолжающее свою деятельность до сегодняшнего дня. Российское государство и дипломатия играют огромную роль в поддержке мирного процесса на Ближнем Востоке. Россия всегда поддерживает государство Палестины. А сейчас слово предоставляется руководителю проекта «Гражданская инициатива. Женщина и политика», главному редактору Яценко и Владимиру Алексеевичу.
Сила России в том, что именно вот сегодня конкретный факт в том, что удалось простым гражданам показать единство, многообразие культур, многообразие отношений, многообразие религий. Я автор концепции развития мира на основе культурно-духовной нравственности при конституциональном мире и согласии. Сегодня у нас сегодня выступаю от имени женщин, конфессий, всех религий. И желаю Ярославской земле укреплять мир именно так, как они это делают. Сегодня у нас историческое событие в двух ипостасях. Первое, что доктор Басов, ведя свою работу, сумел объединить в одном лице, в красоту Ярославской земли, в лице Светланы Бычковой. И она является у нас еще послом скатерти мира, которые подписали все скатерти, все страны мира подписаны. Скатерть мира находится здесь. Она ведет ее. Недавно она организовала выставку и ведет «Красота России в православии». Ее приняли Союз женщин православия. И провели 19 областях, 19 монастырей. Женских монастырей продолжают вести работы «Красота России», показывая именно искусство православия и духовность, культурность и духовность. Именно ей принадлежит идея объединить всех художников в Российской академии художеств под этим, в общем-то, стимулом духовности. И что удалось Светлане Юрьевне, и это настолько уникально, потому что сегодняшние ее мастер-классы идут в олимпийских школах Олимпийского резерва повсеместно. Недавно они закончили в Олимпийской школе Леонида Тягачева, где все виды спорта, и гимнастика, и лыжники, детишки писали картины. И картины именно писали мастер-классы. Но у нее всегда было одно превалирующее свойство. Она русская православная девушка, которая умеет показывать многоличие и многообразие духовного мира. И сегодняшний день у нее стоит задача показать красоту православия Ярославской области. Задача непростая. Она возможна только при единении с администрацией, с духовностью, с Академией художеств, при поддержке простых людей. Сегодня исторический момент заключается в том, что скатерть мира находится у вас, и мы будем рады эту скатерть мира от Ярославской земли подпишут любые люди, тем, которым дорог мир. Она предназначена для того, что каждый гражданин Российской Федерации может выразить свою личную позицию по отношению к миру. Ну что ж, до подписания скатерти мира приглашается Петров Сергей Алексеевич, доктор права Аль-Балуи Басам Фатхи, Хасиев Нур-Эл Абдулович, Светлана Бычкова. Участвует 8 штук. Антон носил, Каратель носит, Киллер носит.
пациенту пациент идет. Сейчас будет Федерация Матвиенко. Мы гражданин все, фотографируемся, встали. Большое спасибо вам. Мир – это очень большое богатство. Мир – это милость, улыбки и братство. Мир, когда солнце всегда улыбается. Мир, когда наши задачи решаются. Народный самодеятельный коллектив студии эстрадного вокала «Премьера» с песней «Про мир». Сейчас мы в песне вам расскажем про мир все. У нас сегодня усеченный состав нашего коллектива, поэтому все от вас зависит, ваши аплодисменты, а мы про мир. Хочу пожелать света бесконечного мир всем, доброго, теплого, вечного мир всем. Пусть сердце весна, а не кончается с миром внутри тебя, с миром внутри тебя все начинается. Друг, послушай, солнечный свет твою греет душу я. Поделюсь светом и с тобой. Время пришло, отпусти, взлети. Мне так хочется петь о любви. А поистине большой, настоящий мир всем. Давайте работать. Хотим пожелать света бесконечного мир всем, доброго, теплого, вечного мир всем. Пусть сердце весна, а не кончается с миром внутри тебя, с миром внутри тебя все начинается. Мир, мир, мир всем. Мир, мир, мир всем. Мир, мир, мир всем. С миром внутри тебя, с миром внутри тебя все начинается. Береги, что чувствует сердце, чем оно дышит. Знай, впереди новая весна. Время пришло, отпустить, взлететь. Мне так хочется петь о любви. А ты большой, настоящий мир всем. Хочу пожелать света бесконечного мир всем, доброго, теплого, вечного мир всем. Пусть сердце весна, и кончается с миром внутри тебя, с миром внутри тебя все начинается. Для меня мир – это улыбка ребенка, это рассвет, весенние цветы, это дом, в котором найдется место каждому. Мир – это сны, которые мы еще с вами не видели. Мир – это мы, мир – это вы. Давайте сбережем наш мир, давайте. Мир всем. Хочу пожелать света бесконечного мир всем, доброго, теплого, вечного мир всем. Пусть сердце весна, а не кончается с миром внутри тебя, с миром внутри тебя все начинается. Мир, мир, мир всем. Мир, мир, мир всем. Правильно? Мир, мир, мир всем. С миром внутри тебя, с миром внутри тебя все начинается. Вот это должно повторять как мантру. Мир всем, мы уже правильно сделали. Спасибо. Вокальный ансамбль в неполном составе «Премьера». А сейчас, внимание,
Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Рябинушка». Татарский танец. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Рябинушка». А сейчас я хотел бы предоставить слово председателю Духовного управления мусульман Ярославской области имам Мухтасиб Арсланбек Акаев. Дорогие участники выставки, от имени Духовного управления мусульман Ярославской области, а также от себя лично позвольте поприветствовать вас традиционным мусульманским приветствием. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мира вам, как было сказано, милости Всевышнего и Его благословения. Отрадно, что на Ярославской земле мы имеем возможность сегодня проводить подобного рода мероприятия. Потому как трудно найти, наверное, мусульман, в том числе и в нашем регионе, которые не знали бы о проблеме Палестины, которые не сопереживали палестинскому народу. И, конечно же, как и сердца всех мусульман мира, наши сердца, мусульман Ярославской области, также бьются в унисон с сердцами народов Палестины, нашими братьями, нашими сестрами. И, конечно же, мы в своих обращениях, в своих просим о том, чтобы Всевышний облегчил им их положение. Но одно дело просить, одно дело молиться, а другое дело, конечно же, что-то делать, что-то созидать. И я очень благодарен
тем, кто организовал эту выставку, то, что они смогли донести до нас не просто на слуху, чтобы у нас было, да, что такое Палестина, а чтобы мы смогли сформировать какой-то образ действительно очень прекрасной исторической земли. Земли, на которой сосредоточились 3 конфессии, как иудаизм, ислам, христианство. То есть это святыня для всех конфессий, и она, конечно же, должна объединять нас, в том числе и как в религиозном факторе, в том числе так и в культурном, и в бытовом и прочем. И говоря сегодня именно о нашей организации, я хотел бы такой небольшой подарок, если позволите, сделать, чтобы это показать вам, что действительно это не просто там голословные какие-то заявления, а действительно мы очень сопереживаем этому. И несколько лет назад один из учащихся Ярославской соборной мечети, кстати, всех присутствующих приглашаю вас в Ярославскую соборную мечеть, сделал небольшой труд. Дело в том, что он, являясь учеником Мактаба, задался вопросом о положении детей Палестины, жителей Палестины. Он сказал, что нужно сделать такое, спросил своих родителей. И на что его отец зачитал одну небольшую брошюрку. Она была тогда на арабском языке, и этот мальчик в возрасте 7 лет выразил желание перевести эту брошюрку на русский язык, чтобы и остальные дети тоже поняли это, почитали это, имеется в виду русскоязычные дети. И в 7 лет он сам лично выполнил этот труд, перевод с арабского на русский язык. Я сегодня хотел бы вам презентовать и подарить книжку, которая называется «Плач Палестины». Пусть это будет в нашей библиотеке, чтобы мы дальше продолжали сотрудничать и развивать эти проекты, чтобы люди знали, люди помнили об этом. Ну и, конечно, чтобы была всеобщая польза. Дорогие друзья, я очень тронут тем, что наш брат, руководитель управления духовного мусульманского управления, который сегодня почти до начала пятническая молитва, я с ним связался, он не знал, что такой день сегодня будет. И несмотря на это, он все бросил, он находился не в Ярославле, он приехал. Я невероятно настолько тронут, но это доказывает об одном, что Палестина – это совесть людей на земле. Они за справедливость, или за фашизм, или за угнетение, или за уничтожение невинных людей. Это экзамен. Каждый человек будет спрашивать. Ты за то, что убивали и уничтожали палестинские дети, палестинские женщины, палестинский народ, или за то, чтобы они вернулись домой и ночевали, спали у себя дома, как все люди земли. Вот и все. Спасибо ему большое. Я ему хочу подарить значок, символ дружбы народов, птица голод мира, флаг Палестина, флаг Россия. То, что нас объединяет, миллион нас больше, чем может быть что-то в отражении. Мы народ, который Бог создал, мы должны жить в мире и в любви. Спасибо большое. Также я бы хотел попросить сюда, уважаемый Сергей Петров и Нур Абдулович, потому что я им тоже приготовил сегодня эти подарки. Значит, Сергей Петров я выдаю, значит, символика 140-летия Императорское православное палестинское общество, самое стабильное общество в России. Еще с днем императора на сегодняшний день возглавляет ее по всей России Сергей Степашин, который рекомендовали его кандидатуру настойчиво Владимир Владимирович Путин. Он справляется уже 15 год подряд с этим, как говорится, отлично. И мы создали отделение в Чувашской республике и работает тоже успешно. Разрешите, пожалуйста, я буду.
когда мы приехали год назад, 30 сентября, он нас принимал в Ассамблее народов России. Причем был круглый стол, на котором приехала, участвовала Светлана Константиновна Смирнова, председатель Ассамблеи народов России. И еще дальше продолжал с нами декан-магистрат. И был замечательный, прекрасный день культуры о Палестине. Он, хоть и чеченец, но он, душа его советская, русская, прекрасная, которая всех любит. И мы все его, честно говоря, полюбили. Спасибо, дорогие друзья. Я прошу ведущих, чтобы он мне потом дал список всех, которые сегодня принимали участие на этой выставке, чтобы им сделать благодарственные письма, включая фотографов, которые видео снимают. Все любые участия, любое участие там не должно быть оставлено без внимания. Мы всех любим, но мы все должны быть и жить дружно, и верить в том, что Бог один, и мы должны молиться за то, чтобы мы всегда были братья и сестры. Стихи для тебя, Палестина, и песни тебе, Палестина. Желаю тебе только мира и доли счастливой в судьбе. Мечты о тебе, Палестина, родная моя Палестина. Нет матери лучше для сына, ты снишься мне ночью во сне. Молюсь о тебе, Палестина, о мире молю, Палестина. Прими эти строки от сына, пусть свет загорится во тьме. Родная земля, Палестина, святая моя Палестина, и пусть я объеду полмира, душой возвращаюсь к тебе. Солистка студии восточного танца Эшкин Деньковский Полина. Палестинская дабка.
Полина Денковский. Наш город – признанная столица Золотого кольца России. Это первый русский город на Волге, который упоминается в летописях. Золотое кольцо России – самый популярный и проверенный временем экскурсионный маршрут страны, сложившийся туристический бренд. Поездка в города Золотого кольца России – это не только походы по церквям и храмам, но и возможность соприкоснуться с прошлым, увидеть, чем живут маленькие города и их жители, и просто отдохнуть от суеты. Сегодня на нашей художественной выставке представлена коллекция одежды «Золотое кольцо России». Бренд «Ларти», учредители Лариса Солнечная и Дмитрий Исайчев.
знаете, какая Россия богатая, духовная, какая Россия красивая, какая Россия прекрасная. Нет на свете красивее России и ее народа. Вы молодцы. Такая одежда оригинальная, какая форма. Я в полном восторге. Теперь я вдвойне полюбил Ярославль. Я вас благодарю, но мы Ярославль, мы из Москвы, из разных городов, Золотое кольцо России переживаем. Я и Москву люблю, и там же учился. Но так как вы находитесь в Ярославле, приехали в Ярославле, значит, вам не безразлично. Я всех вас люблю и очень сильно от души благодарю. Вы молодцы. Единственное, просьба к вам, обязательно, вы фотограф фотографируете, я сделаю благодарственное письмо для вашего коллектива и для руководителя. И вам обязательно очень хорошо, вы мне свои данные дадите, и обязательно отправлю вам или вручу в Москве 15 числа, у нас там будет выставка. Пожалуйста, вот мой телефон, и с собой привезу вам, хорошо? Спасибо большое. Золотое кольцо России, дорогие друзья. Красота. Спасибо большое. Ну что ж, мы продолжаем. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбля танца «Рябинушка» у реки.
Каждый народ старается сохранить свою культуру, сберечь ее и передать своим детям и внукам. И, соответственно, каждый представитель любой национальности обязан уважать культуру других народов. Традиции и обычаи помогают понять культуру народов и почувствовать дух края или области. Сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по приготовлению блюда-закуски из нутового пюре палестинской кухни хумус. О тебе, Палестина, эти картины, о тебе, Палестина, они говорят, эти горы, равнины, города и оливы о священной земле, о священных садах. Так, помогите мне оформить здесь все, приготовить стол для нашего мастер-класса. Блюдо хумус – это блюдо для палестинского народа, не просто блюдо, а это было спасение жизни во время войнов на протяжении много-много тысяч лет. Многие не знают историю хумуса. Я скажу, что его выращивают в Палестине уже более 7,5 тысяч лет. Это древнейшее палестинское блюдо. Она и сирийское блюдо, она и иорданское, и ливанское. А теперь она во всем мире, и многие говорят, это наше национальное блюдо. Но ее корни все-таки на святой земле Палестины. Чем характерно это блюдо? Можно ее сохранить, то есть сам нут можно хоть 20, 30, 50 лет сохранить в сухом месте. Он не испортится, как картошка или что-то. Его потом варит и кушает. Это заменитель мяса. В нем очень много витаминов. И защищает он, как протеины в нем очень много и так далее. То есть это для организма очень важный продукт. Его готовят по-разному, разные народы готовят по-разному. Но сегодня я вам хочу продемонстрировать, как в Палестине его готовят. Конечно, его надо варить, если скороварка, то 1,5-2 часа. А если без скороварки, то ночи 24 часа и 12 часов варить. Представьте себе. Поэтому скороварка изменила нашу жизнь и стало проще готовить это блюдо. Здесь, значит, у меня сам нут сварен в скороварке, где моя супруга Марина Васильевна очень хорошо уже усвоена за 30 лет совместные, как говорится, после как мы женились, и готовят прекрасно все арабские блюда. Вот что входит здесь? После как сварили нут, вот он нут сухой, его надо варить в скороварке, чтобы проще было. После как его сварили, положили в миксер, вместе с ним отдельно в кофемолке кунжут. Кунжут он немножко поджаренный без масла. Его сбили в кофемолке электрической, и стал он паста. То есть кунжутная паста. Это очень необходимо для хумуса. Без него хумус невкусный. Вы все, наверное, знаете тахинная халва. Покупайте, кушайте. Есть из халва, из семечек подсолнечных. А вот тахинная халва, она гораздо вкуснее. Она именно делается из кунжута или из арахиса. Здесь уже вошло и кунжут, уже кунжутовая паста, нут, лимон. Здесь выжимается лимон обязательно, чтобы вкусовые качества раскрыть, чеснок и соль. Потом добавляем на них, я вам покажу сейчас, что мы добавим на них. Вот пускаем вот так в тарелку. Причем это блюдо кушается хлебом и кушается с одной тарелки. У палестинцев традиция, большое блюдо, и все сидят. Раньше, когда не было ложек, не было вилок, хлебом они
это все съедали. И по сей день эта традиция сохраняется. Вот. И надо очень важно подавать это очень красиво. Значит, тарелка обычно в любом кафе, в любом ресторане, когда подается хумус, то везде и всюду тарелка возвращается, как будто после того ее помыли уже чисто. Ничего не оставляют. Если что-то оставляют, это значит неудачно приготовлено. И вот, значит, как вы видите, надо подавать очень красиво, потому что в первую очередь глаз кушает. Глаз удар не понравится, потом уже, как говорится, все остальное. Это блюдо очень важно для мужчин, тоже не только для женщин. Вот благодаря этой блюде, вот палестинский народ, когда разогнали со своей родины, разогнали 1,5 миллиона, сейчас они 15 миллионов, которые находятся в эмиграции. И на родину оставалось тогда 1 миллион, сейчас 7 миллионов. Вот что это блюдо делает. И когда люди ее кушают у нас, мужчины, и при столе остаются мужчины, может иметь детей. Так, дальше продолжаем. Откройте, пожалуйста. Это тот джинут. Мы его используем для украшения. Вот так в середине. И по сторонам. Всегда все должно быть вкусно, красиво и приятно. Дальше. Есть такая вещь, называется сумах. Сумах очень полезный вещь для здоровья, он полезный для кости, для суставов, очень полезный. Мы берем вот так, как крестик делаем. На Кавказе тоже это сумах. Палестинское блюдо очень богато, палестинская кухня очень богата своими специями. Без специй ничего не готовится. У нас даже дома все русские, чувашские блюда моя жена готовит теперь вперемешку с палестинскими специями. Получается новые блюда. И очень оригинально, очень вкусно. Дальше. У нас здесь есть ядерная бомба. Но она очень приятная для желудка. Здесь лимон, оливковое масло и палестинская закуска перцовая, которую мы сами делаем. Называется дага газовые. В Палестине очень много едят перца острова. В секторе Газа, где я родился, я помню, у меня даже соседи, друзья, у нас 3 месяца не бывает свежий перец, а весь год там он есть. А они на 3 месяца, чтобы когда его нет, по 45 банок 3-литровых крутили именно этот перец, чтобы и то не хватало на 3 месяца. Правда, их 10 человек дома, но все равно. Значит, и сюда вот этот лимон, оливковое масло для украшения, чеснок. Вот так его положим. Можно его, кстати, кушать отдельно. Его можно добавлять на любой суп, на любое мясо. Он будет просто иметь фантастический вкус. Палестина и палестинский народ за счет оливкового масла по сей день существует. В Палестине оливковые деревья могут жить 5000 штук. У нас есть такие деревья. И дают бесконечный урожай. Оливки палестинцы солят, оливковое масло едят. На протяжении тысячи лет их спасало от всех войн. Они жили за счет этого, кушали и так далее. Наша цель всегда друг друга показать свою культуру, обменяться культурами, чтобы наши народы больше знали друг от друга. Я у вас уверяю, все мои друзья русские, это блюдо теперь обожают, и все его готовят очень здорово. Я добавлю дополнительно оливковое масло. Оливковое масло нужно использовать только первый холодный отжиг. У нее обычно сильный запах, такой хороший, она должна быть с горечью. Если она не с горечью, без горечи, это уже фальшивое масло. Она лечебная. У кого проблемы с желудком или что-то, рекомендует натощак 1 столовую ложку или 2.
Так что я добавляю оливковое масло палестинское. Все, мы добавили. И теперь надо ломать хлеб. И попрошу первому, кто у меня здесь попробует, я вижу Сергей Витальевич. Я вам покажу, как это все делается. Вот так делаем. Пожалуйста, держите. А куда у нас делится наш, который снимает у нас, Павлов, где у нас? Где камера-то, я не пойму. Надо, конечно. Ну как вам? Да, давайте. Да, хорошо. Да. Я вам. Да, всех приглашаем, давайте. Смелее подходите. Вы уже знаете, что это. Давайте. Вы ведущий, шикарный ведущий. Боже мой, какой вы молодец. Так. Где мы лишний раз? Где наш управление мусульман? Пригласите ваших светов, пригласите, пожалуйста. Это очень маленькая медицинская не стесняйтесь. Это у меня пакет есть. Ну как вам? Скажите хоть что-нибудь, а то я буду так. Да. Так, кто у меня еще не пробовал? Вера? Вера.
Ну что ж, а теперь приглашаем вас прогуляться по 35-й международной художественной выставке в сюжетах российских и зарубежных художников «Душа Палестины». Вместе с президентом общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академиком Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктором права Аль-Балауи Басам Фахи. Я начинаю отсюда. Кому-то интересно, я расскажу. Вот и послушайте. Эта картина писал великий палестинский художник Рабин Ананов. Это практически наследие палестинского народа. Его быт, его жизнь, фольклор, его одежда, его святые места. Дальше приходим сюда. Палестинский народ более 6 тысяч лет назад, это наши производили сувениры из ракушек. И наши работали. И русские художники, написала эту картину. А когда она мне ее принесла и подарила, я говорю, послушайте, ведь, скорее всего, в то время более 6 тысяч лет наша жизнь в Палестине, и не случайно именно где-то участок Ракушка, это первый палестинский сувенир. Продолжаем дальше. Это первая кухня мусульман. Это пьяная мусульман, вечерний Акса, это первая кухня. А это кухня, вечерний Акса, это женская часть. Пьяная далеко и здесь наш вокруг Иерусалим. Автор великий палестинский художник Сулейман Мусулман. Из города Таза, рай Камбриз, это очень конкретное картина о палестинских женщинах. Женщины сделали картины, что они должны вокруг себя повсюду смотреть. Они должны защищать свой дом. И должны бороться, чтобы видеть из рабства, в котором рабство очень интересный художник, плюс все картины его он сами уже вот здесь сзади города Иерусалим, как вы видите, лето. Это желание каждого палестинца видеть Бога защитить свою семью. Написали слова Валерий Рейн, палестинский художник. А вот здесь самые добрые, самые прекрасные, самые великолепные палестинец Иисус Христос, Мария от нас, Мария родом из Назарета. Это священный палестинский город. Автор Сулейман Мусулман сделал определенные степени. Здесь палестинская Мадонна, автор этой картины, знаменитая российская художник Елена Юрьевна Павловна. Она самая справедливая, и она есть автор этого проекта. Здесь палестинский студент, выпускник, который стал выпускником года назад, 4 года назад, такие успехи далеко не то в организации в русском года, учебником России, и открыли институт по медицине. И преподавали этому институту, собрался очень мало
жертвами очень любимых молитва о Палестине, край Канаана. Я так вспоминаю, написали, что нам здорово вот край Канаана написала молитва о Палестине, как вы видите, муж несет воду мира, Иерусалим, среди его. Когда палестинцы выбрали церковь освобождения, когда люди включили закон, 3-4-5 лет, что закончится, в результате палестинцы было 75 закончится отношения. Опять самооборона вернется, это 76 лет. Здесь у нас картина Степана. Единственный второй Чувашия, который Степан пишет на уровне Ирина Федоровна. Это ее работа, она тоже стала сферой нашей национальной году писать. Вы видите группу палестинского народа Чигевара, палестинского Малаке. Чигевара в 1959 году посетил Палестину. Он боролся за то, чтобы каждый ребенок в мире мог попить молоко бесплатно, мог жить в мире. Здесь край Канааны, картина очень интересна. Кто-то говорит, кто рано встает, кто глубоко встает. Кому Бог подает, а кто-то говорит, кто встает. Кому Бог хранит, занимается потому, что достает. Совершенно суд, видите палестинские, художник написал арка Палестины, ее символические идеи, и вокруг нее жизни палестинского народа на протяжении тысячи лет. Здесь Анатолий Александр Палестина, президент Академии художественного мира, написал первый палестинец, который пришел из 12 планеты на Земле. Он считает, что каждые несколько тысяч лет какие-то пришельцы приходят, Эзекииль написал, это историческая личность, история палестинского народа и мира. Он сирийский по происхождению, уверен в Палестине 30-х годов, когда Англия оккупировала Палестину, и его надо было освобождение Палестины от английской колонизации. В результате в 1935 году англичане его убили. После этого началась революция, настоящая восстание в Палестине полгода длилась. И англичане не были этому правда очень сильно заплатили за его убийство. Он стал символом, а не было фильма, даже я 40 лет назад снимал свои фильмы. Разделили национальную Сирию. И эта картина написал профессор Слушин Альберт Аркадьевич из Чувашской республики. Очень интересно написал. Здесь картина Имама Абишаева, палестинец, который живет в Иордании, в Израиле. Моя любимая Палестина. Святая земля. Здесь Марина Александровна Паскеева, заслуженный художник Марийской республики, написала, во-первых, она использовала Чувашская церковь Татьяна, которая у нас очень красивая, находится в Северо-Западном районе, использовала форму мира, в которой Патриаршая площадь Ишкавале, несет этот город памятник Алексея II. Там несли возможно с ее семьей, ее супругом. Вот написала самолет, возможно, знак Алексея о том, чтобы я мог когда-нибудь вернуться домой и увидеть матерь, которую я уже 24 год не могу увидеть. Книга «Роман Любовный зверь»
прочитал заслуженный художник России, Чувашия, Михаил Амирзянович Шакиров. И вдруг вышла после этого такая замечательная картина из жизни автора этого романа. Девушка Ася, которая через 4 года ей когда изгнали из родины, и она рассказала в своей книге роман о том, что с ней произошло, и как у них жизнь потом состоялась. Мы с ней постоянно на связи, она живет сейчас в Иордании. Это удивительная книга. Все, кто читал, говорят, изменили их жизни. Эта книга сегодня, что на дня будет находиться уже в Дом культуры и энергетики. Все, кто желает, я думаю, можно сделать. Это у нас Бичко, Светлана Юрьевна, уроженец города Ярославля, который любит свою землю, свою родину. Подсолнуха написала, подсолнуха и в Палестине тоже замечательные. На всех сторонах мы получаем от нее жизни, и масло, и пищу, и используем в жизни. Поэтому это удивительный художник, который очень много работал в Писании. Здесь председатель Союза художников России, Чувашской Республики, Нагорнов Владимир Павлович сделал бюст с бронзы. Это было на открытии выставки, выставлена город Пенза. Первого по сей день находится сейчас на выставку Иерусалим глазами российских и иерусалимских палестинских художников. Сейчас город Рамовна на выставке. Имам Алуштейн написали эту картину «Палестинка, которая несет с собой свою родину, куда бы ни шла». И оливки, как вы видите, оливки символ жизни Палестины. Оливка – символ жизни Палестины. Скоро даже в Коране написано про это дерево. Да, дерево зайтуна, это наш мусульман, наш дорогой внимание. Это стало обложкой романа «Любовь и хлеб». Вот и здесь палестинской жизни, в условиях тяжелой жизни, когда женщина вынуждена удержать одежду, не имея ничего. Ну, вы сейчас это понимаете, потому что соседи уже наши федеральные республики и режимы, списки Украины наши, которые собрали, ситуация такая есть. Это написание своих шагов, это художников в Палестине, очень знаменитый художник и очень такой. Сюда сначала, когда вот эти, вот здесь ребенок в шоке, девочка увидела, что папа тебя на ней нет, и кто ей принесет конфеты, кто принесет шоколад, кто будет ухаживать. И она держится за папу и говорит: папа, это тебя папа. Картину написала Малой Марина Васильевна, кандидат юридических наук, и СБУ. Почему будет мечтать о такой Палестине, себе палестинка? Вернуться домой на родину и посадить политики. Любой человек, который хочет себя жить. И также жить в себе. Без убеждения и ущемления прав. Вот оно, жизнь палестинского народа. Оливки и очень интересная картина Шихара Голландии. Написали ее из Иерусалима. Удивительная просто картина. Символ жизни палестинского народа и жизни. Здесь наша Бичкова Светлана Юрьевна в своем репертуаре. Очень замечательный художник, удивительный человек, благодаря которому мы здесь свой флаг
неопустимо. И бороться за мир и справедливость не перестанут. Вот палестинский народ, и девушки, и женщины, все люди земли. Больше они ни на что не претендуют. Автор Иман Абу-Штайр. Отец патриотизма в Палестине, как его всегда называли. Я всегда его воспитывал. И он практически один из первых, кто создал организацию освобождения Палестины ФАТХ и организацию освобождения Палестины. Его палестинский народ очень уважает, хотя пошел по жизни уже более 20 лет назад. Я горжусь, что это мой отец. Когда я выступал, вы говорили, как должен поступать мужчина в настоящем мире. И рассказывала история женщины, которая закричала: «Ой, Салахуддин, спасти меня!» Когда крестовый поход пришел на Палестину, на восток, и Палестина стала оккупирована, одну женщину оккупационные солдаты сильно обидели, на нее нападали, и она закричала: «Где Салахуддин, где меня спас?» И представьте себя, Салахуддин тут, в Ираке, собирает армию ради этой женщины, едет в Палестину, освобождая Палестину и Иерусалим, ради крик одной женщины. Вот какой народ тогда был, как это символично показывает, какой он будет мужчина настоящий и руководитель. Так, еще так посмотрим. Его картина палестинская молодая семья. То, что она хочет вырастить своих детей, миру, дружбе, чтобы как все семьи на свете могли жить в любви, радости, и я картина жертвы Ахмеда. Это картина Салимана Мансура, очень знаменитая картина Палестины, что палестинцы, когда его видели здесь в Лондоне, он понес свободу за собой. Его души, его сердце, его душу, его голову. Вы сейчас живете с Ганом, а еще не говорите с Ганом. А у палестинцев отобрали руки, поэтому руки не нужны. Это работа Салимана Мансура. Вот здесь очень картина, очень значимая в истории палестинского народа. Лет 20 назад родители этой девушки посещали хорошо растительную в школе, для аттестации, в одну поступили на море. И море таким образом. Так они поступили. Пока она играла, вышла 2 минуты. И у нас отец 7 братьев и сестер израильского монастыря. Она приходит и смотрит в ужасе и она кричит: «Не можем поверить, что потеряно, включая другое время». Это других друзья на свете, как можно подать на защиту жизни. Здесь картина тоже написала девушка сидит, решена всего, сорока, сидит на улице и говорит: «А где мир, который нам защищает? Где это?» Очень символичная картина. Здесь Палестина, страна фруктов, рифы. Здесь религия, здесь люди очень вкусно.
снимала массу, девушка, Это будет монтаж, там монтаж, вот, чтобы посмотреть. Посмотреть, вы из телевидения? Нет, я из Пресвятого общества. У нас еще здесь несколько картин. Здесь картина Светланы Бычко. Очень узнаваемый. Девушка талантливая, на педагоге еще преподает художественные классы в школе преподает. А эта картина у нас сегодня пришла из Кривичепец. Писала ее Олеся Карнова, не успели еще название ознакомиться. Это древнее место в Палестине. А вот это плач Алакса, который подарил наш дорогой центр управления мусульман Ярославской области. Я сегодня возьму полностью завтра в 4 часа, буду на каждой выставке выставлять. Это работа тоже Бычкова, палестинца, который придерживается своей традиции, обычаи, одевается в национальные одежды и мечтает когда-то вернуться на свою родину жить в мире. А это борец за свободу Хосни Блан. Хосни Блан в 50-х годах, когда Америка решила выгнать палестинцев в пустыню в Египте, пришел весь сектор Газа в демонстрациях, миллионные люди вышли, и руководитель этой демонстрации был, с одной стороны, мой покойный отец, и с ним был мой Сесу, великий друг Советского Союза, Россия, поэт, который даже много книг издал, одна из них «Мой Советский Союз». Хосни Блан погиб в этот день, но его память жива. Это прекрасная работа Ольга Палашова, что он отдал жизни за народ. И провалился американский заговор по преселению и выкидыш палестинцев в пустыне Синайской в Египте. И здесь у нас великий человек с небольшой силой, но вера в Бога, вера, сильная вера, Ахмад Баша Аль-Джазар. Это который сражался, чтобы не мог Наполеон Бонапарт захватить город Акка, палестинский город, небольшой город, полгода. Все попытки Наполеон Бонапарт захватить этот город потерпели крах благодаря Ахмад Баша Аль-Джазар. Это величайший человек в истории Палестины. Вот сзади него город Акка. Автор этой работы легендарный чувашский российский художник Павлов Александр Вячеславович. Вот он сзади вас стоит, можете посмотреть на него. Вот он снимает как раз этот видео сейчас. Он очень стал знаменитый в Палестине, и 15 числа будет результаты голосования по выбору человека года в Палестине. Он один из претендентов, кстати, который очень много писал хороших картин в Палестине. Это у нас работа тоже Светланы Бычкова, как я понял. Она не очень большая, но у нее размер картины очень большой. Она любит картины 50. Тоже красивый очень пейзаж и церковь. Она удивительный, энергичный, прекрасный человек, дружелюбный.
Все люди должны быть дружелюбны, независимо ни от чего. Бог нас создал одинаковым и ровным. Как основной может, как расческа, так ровные зубы. Все люди ровные. Нет, это лучше, это хуже. Ближе к Богу тот, который больше Ему верит, который больше добрые дела делает. Вот и все. Поэтому хочу сказать огромное спасибо. Я вас очень люблю. Вы мне понравились. Ваш город теперь живет в моем сердце, в моей душе, в моих местах. Хочется почаще к вам сюда приезжать. Спасибо вам большое. اسم الله عليه شطاحات وبطاحات البدوية كانوا من عرب مين البدوية من عرب ابو محمد البدوية عباتي عباتي تسلم عباتي البسها وتغاوى بين العدوات البسها وتغاوى بين العدوات يا الله يا ابو الحيطة البيضة يا الله عليها خف الدم ويلي يما يا الله يميني كل ابوي يا الله يعطيني لابن عمي ويلي يما يا الله يا ابو الحيطة البيضة يا الله عليها خف الدم ويلي يما يا الله يميني كل ابوي يا الله يعطيني لابن عمي ويلي يما بالهيل يعود الكنا بالهيل بالهيل يعود الكنا بالهيل حماد وربعه راكب على الخيل حماد وربعه راكب على الخيل بالهف يعود الكنا بالهف بالهف يعود الكنا بالهف حماد وربعه نازل عالزف حماد وربعه نازل عالزف راسنا بفوق راسنا بفوق لا تشرب من الواد راسنا بفوق حمراء والهطول حمراء والهطول مهريتك يا محمد حمراء والهطول راسنا بهان راسنا بعان لا تشرب من الواد راسنا بعان حمراء والهعنان حمراء والهعنان مهريتك يا محمد Весело, весело, все улыбаемся, улыбаемся весело.